Она написана очень интересной формой, в виде цветка. Причем каждая строчка, каждая новая строчка начинается на одну и ту же букву и заканчивается на эту букву. Эти строчки образуют собой, каждая строчка образует лепесток, то есть своеобразный строку стихотворения. Причем эти лепестки, помимо того, что собираются в один бутон, они еще пересекаются между собой. И каждое слово, которое пересекается между собой, оно также общее для разных строчек. Тугра – это персональный знак правителя или другого выдающегося, знатного и влиятельного человека, который, как правило, всегда включало его имя, род и разнообразные титулы. И потому тугры могли принимать также самые разнообразные, прекрасные изобразительные формы, украшаться дополнительным орнаментом, ну или перенимать другие различные завитки, ну и виды узоров, виды геометрических узоров. Опять-таки, тугра была, как правило, одна на всю жизнь. Сейчас оно продолжает как искусство существовать. Это, по-моему, не только искусство, многие говорят, что это точная наука. Как раз-таки каждые расчеты там нужно проходить, даже математические существуют расчеты в каллиграфии. И, например, в Крыму оно постепенно возрождается. Даже вот в Крымско-Татарском музее в прошлых годах была вот как раз-таки выставка достижений каллиграфического искусства. Люди интересуются, составляют свои, как сказать, каллиграммы. Кто-то даже стихотворение вот составляет. Ну, конечно, по большей части это многие те, кто прошел обучение в Турции современной. Но среди них есть, например, крымские татары. Они вот также обучались в Турции.